Добрый вечер. В эфире телеканала «Миллет» информационная программа «Хаберлер». В студии работает Энвер Аблязис. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о последних событиях Крыма к этому часу. Премьера комедии «Алтын Келин. Золотая невеста» состоялась в Крымско-Татарском музыкально-драматическом театре. С дружеским визитом Симферопольский район посетила делегация из Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края. Сегодня состоялась пресс-конференция начальника инспекции по жилищному надзору Республики Крым Ирины Кондратюк. В преддверии старта третьего чемпионата премьер-лиги состоялся товарищеский матч между Симферопольской Таврией и новичком чемпионата бахчисарайским клубом «Хазалташ». Сегодня депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали в третьем чтении закон о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, внесенный правительством Российской Федерации. Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в вышеуказанных субъектах. Законом устанавливаются сроки проведения эксперимента до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов Российской Федерации о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее, чем 1 мая 2018 года. Мы уверены, что принятие данного закона позволит саккумулировать средства и направить их на конкретные цели в муниципальных образованиях, которые принимают туристы. Моя задача и задача моих коллег по органам власти обеспечить прозрачность в расходовании данных средств, с тем, чтобы туристы по следующему приезду на курорты Российской Федерации, то есть как бы видели, какие изменения произошли благодаря тем деньгам, которые они оплачивали на курортах Российской Федерации. Мы договорились с коллегами, с руководителями регионов Российской Федерации о том, что создадим рабочую группу для того, чтобы мониторить, насколько эффективно работает данный законопроект, какие неудобства приносит туристам, какие сложности в администрировании, с тем, чтобы в случае необходимости как можно быстрее и оперативно внести изменения в данный законопроект. Руководство Республики Крым будет в ежедневном режиме контролировать работы по подведению коммуникаций к новому аэровокзальному комплексу аэропорта Симферополь. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Виталий Нахлупин по итогам совещания с замминистра экономразвития Российской Федерации Сергеем Назаровым, в ходе которого рассматривались обязательства республики по отношению к инвестору. Основные риски сейчас связаны с подведением к терминалу электричества. Контроль за работой по подведению коммуникаций к новому аэровокзальному комплексу аэропорта Симферополь будет осуществляться ежедневно. Также, по словам вице-премьера, на подведение коммуникаций к аэровокзальному комплексу из бюджета республики будет выделено более 1 миллиарда рублей. У нас на сегодняшний день нет проблем в части выполнения графика по водоотведению, водоснабжения. У нас нет проблем по графику в части тепловых моментов. И у нас есть достаточно большие риски с точки зрения энергетики. Сегодня принятые решения, так сказать, не оставляют у нас выбора, как сопровождать в ежедневном режиме, мониторить данные вопросы. В четверг на этой неделе после обеда уже будет утвержденный окончательный график, согласованный с инвестором. Скажем так, сложно, но задача, которую поставил глава, она безусловно будет выполнена. Мы, так сказать, те сроки, которые взял на себя инвестор, подтвердили ему. Какой ценой это будет сделано и в каком режиме будем работать, нам не привыкать. Я думаю, что поставленные задачи главой будут выполнены. С дружеским визитом Симферопольский район посетила делегация из Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края. С главой администрации Симферопольского района Ириной Бойко гости посетили мемориальный комплекс совхоза «Красный» и провели семинар с участием глав сельских поселений и представителей общественности. О муниципальном сотрудничестве подробнее в сюжете Сабрие Халиляевой. Глава администрации Симферопольского района Ирина Бойко, главы муниципальных поселений, а также делегация в числе 4 человек из Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Краснодарского края возложили цветы к вечному огню. Затем гости прошли к поминальному колоколу и стали свидетелями удивительного звона «Ре минор».
После этого гости отправились в музей, где ознакомились с экспозицией и посмотрели документальный фильм, посвященный трагическим событиям времен Великой Отечественной войны, когда Крым оказался под пятой Гитлера и погибло несметное количество наших соотечественников. Посетители из Краснодарского края и Ростовской области считают, что память о событиях, которые произошли на месте бывшего совхоза «Красный», должна сохраняться в поколениях. Огромная благодарность, конечно же, музейному работнику, который нам провел такую замечательную экскурсию. Но еще большие слова благодарности тем, кто все это смог организовать и осуществить, потому что так должно быть. Говорят, лучше один раз увидеть, чем 1000 раз услышать. А вот я считаю, что как раз этот момент лучше 1000 раз услышать, но никогда в жизни этого не увидеть, вот так вот воочию и не пережить, конечно, не дай бог никому. Наша главная задача всех живущих и нашего молодого поколения помнить о тех днях. Пусть они страшных, но помнить, потому что земляки наши, предки погибли в страшных стенах оккупации, заключения, в нечеловеческих условиях. И, вы знаете, сердце останавливалось при просмотре фильма. Невозможно выразить эмоции, но одно то, что оно бьется так в сердце и чувствуешь эту боль. Затем состоялся семинар с участием глав сельских поселений и представителей общественности на тему «От общественного самоуправления к межмуниципальному сотрудничеству». Участники встречи обменялись опытом по работе ТОСов, так как именно краснодарские территориальные органы самоуправления могут похвастаться званием «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Да, мы работаем с людьми. Главная задача наша – это благоустройство, чтобы наше поселение стало самым красивым, чистым и уютным. И поэтому нам хочется, чтобы и наш опыт передался вашим тосовцам. По словам главы администрации Симферопольского района Ирины Бойко, именно ТОСы являются важным связующим звеном между горожанами и властью. ТОСы действительно необходимы Крыму, в принципе, как и всему российскому региону в целом. Но Крыму почему нам нужны, особенно Симферопольскому району? Потому что, чтобы люди не жили по принципу «моя хата с краю». То есть не только власть должна что-то делать, участвовать, она обязана это делать, но и люди, для которых это делается, нужно делать все вместе и совместно, тогда у нас что-то получится. По словам руководителей департаментов, тесный контакт между Крымом и Краснодарским краем будет способствовать развитию регионов, а также даст больше возможностей для осуществления различных инициатив на благо страны. Садрия Халиляева, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Суд приговорил к 8 годам лишения свободы и штрафу в 6 миллионов 400 тысяч рублей бывшего главу администрации Керчи Сергея Писарева за получение взятки в размере 3 миллиона 200 тысяч рублей. Об этом сообщил Крыминформу источник в суде. Правоохранители задержали экс-главу Керченской городадминистрации Сергея Писарева 22 июня прошлого года. Он подозревался в получении взятки в размере 3 миллионов 200 тысяч рублей в долларовом эквиваленте за совершение действий по выделению земельных участков под коммерческое использование. Позже в отношении Писарева было возбуждено еще одно уголовное дело по статье о превышении полномочий. Сегодня состоялась пресс-конференция начальника инспекции по жилищному надзору Республики Крым Ирины Кондратюк. Речь шла об особенностях управления многоквартирными домами на полуострове, о качестве услуг управляющих организаций и товариществ собственников жилья, а также о начале подготовки к осенне-зимнему сезону. Инспекция по жилищному надзору Республики Крым начислила управляющим компаниям с начала года штрафы на сумму более 1 миллиона рублей. Эти средства могли быть направлены на ремонт жилых домов, подчеркнула глава инспекции Ирина Кондратюк. За полгода ведомство провело более 1000 внеплановых проверок по обращению от граждан. Если управляющая компания не реагирует на их жалобы, при этом есть факты недобросовестного выполнения компанией своих обязательств. Стоит отметить, что в ходе каждой проверки были выявлены нарушения. Ни для кого не секрет, что есть дома в Крыму, отключенные не полностью от центрального отопления. Такие дома мы считаем разбалансированными. В чем особенность таких домов? Это даже не особенность, это сложность управления такими домами. Собственники оплачивают в управляющую организацию размер оплаты на содержание общего имущества. Так вот, в таких разбалансированных домах очень сложно определить состав общего имущества. Жилищным кодексом предусмотрено обязательное утверждение перечня состава общего имущества. А вот в Феодосии недоработки управляющих компаний привели к отключению от газа 2000 абонентов. Сегодня не хочется говорить слово «коллапс», но отдельные моменты у нас существуют, где ресурснику Крымгазсети пришлось отключать от ресурса, от газа, пришлось отключать абонентов. Вот, например, в Феодосии 2000 абонентов было отключено.
но сейчас эта цифра уменьшается, подключение возобновлено. Причина, собственно, заключается в том, что мы считаем, что была недоработка управляющих организаций, которые сегодня быстро сориентировались и провели работы по осмотру как дымовент-каналов и по наличию договоров, заключенных с ресурсником на обслуживание этих систем. По словам Ирины Кондратюк, ситуация постепенно налаживается. Управляющие компании выполняют поставленные перед ними задачи, активно работают по устранению проблем. Мухаммед Зикиряев, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Премьера комедии «Алтын келин. Золотая невеста» состоялась в Крымско-Татарском музыкально-драматическом театре. Эта пьеса была поставлена по мотивам произведения Гайнана азербайджанского драматурга Меджида Шамхалова. В основе музыкальной комедии семейный конфликт на бытовую тему между свекровью и невесткой. В спектакле о жизни крымско-татарской семьи затрагиваются взаимоотношения свекрови и невестки, но решаются они в жанре комедии, в которой много музыки, танцев, сцен, вызывающих у зрителей улыбку и смех. Главную роль в спектакле играет тетушка Дженнет. Ее сын Азиз – талантливый композитор, женат и воспитывает маленького сына Аслана. Тетушка Дженнет обладает властным характером. Она сразу не взлюбила невестку и теперь пытается избавиться от нее. Benim oğlum akıllı, zülbü, istidatlı. En mühimi anasına sevgi, hürmet gösterir. Ya bu soysuz. Yok, bak sen Mustafa Bey'in kızını almayıp bunu seven de bunu. Супруга Азиза Севда – скромная невестка, которая ни в чем не может угодить своей свекрови. Из-за отсутствия гармоничных отношений со свекровью она вынуждена просить мужа переехать в другой дом. На помощь приходит близкий друг семьи Меджид. Он предоставляет Севде с ребенком свою квартиру и разрабатывает план, который мог бы преподать урок тетушке Дженнет. По плану Азиз должен представить своей матери невесту Меджида Мумине, как свою будущую жену. Счастливая свекровь с радостью соглашается на новый брак сына с достойной девушкой. Тем временем Азиз под видом командировки возвращается на квартиру к Севде, оставляя Мумине наедине со своей матерью. Но тут благородная умница Мумине превращает жизнь привыкшей командовать всеми тетушки Дженнет в сущий ад. Тетушка Дженнет, разочаровавшись в невестке Мумине, понимает, что Севда – золотая невеста. По окончании спектакля зрители долго аплодировали артистам и режиссеру. Они оценили темпераментную игру актеров и красивые костюмы. Я сразу вспомнил сестру Сабрие. Она исполняла песню «Свекровь». По ее мотивам поставлен спектакль. В спектакле все взято из крымско-татарской жизни. Реальные факты, происходящие в крымско-татарской семье. Ринатбею желаю здоровья и много сил, чтобы было больше премьер подобных спектаклей. Такой хороший спектакль. Артисты отлично играли, очень хорошее настроение. Настроение хорошее. В современном жизни как бы чуть-чуть утрировано, но зерно правды, конечно, есть. Премьера спектакля «Алтын келин» состоится также 20 и 27 июля. Султания Ситакаева, Мухаммед Несторов, телеканал Миллет. Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности в западных районах Крыма объявлено на 20, 21 и 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. В связи с этим в ведомстве напоминает, что в пожароопасный период категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки. Кроме того, нельзя использовать пиротехнические изделия, а также оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал. Также категорически запрещено выжигать траву под деревьями и на полянах. В
В преддверии старта третьего чемпионата премьер-лиги состоялся товарищеский матч между Симферопольской Таврией и новичком чемпионата бахчисарайским клубом «Хазалташ». Матч состоялся на стадионе спортивного комплекса «Скиф». Об этом подробнее в сюжете Нариман Тарсиновой. Пока футболисты проводят обязательную разминку перед матчем, болельщики занимают свои места на трибунах. Этот матч товарищеский, соответственно, результат игры не так важен. А вот тренировка тактики, сыгранности команды и, конечно же, проверка кандидатов в основной состав является важным и для тренера, и для самих игроков. Начало первого тайма для бахчисарайцев сложилось удачно. Уже на 12-й минуте гол в ворота симферопольского клуба забил игрок Кызылташа Арсен Куртиев. Мы как бы знаем, что это за команда, что за люди играют. То есть мы к этой игре готовились, готовимся в общем к чемпионату. И судя по этой игре, мы, в принципе, я думаю, мы готовы. Но в конце тайма игрокам Таврии удается сравнять счет. На 41-й минуте в пустые ворота бахчисарайцев забил игрок симферопольской команды. Тайм завершился со счетом 1-1. Интрига для болельщиков сохранилась. Игра очень... Ну, пока как бы где-то есть ошибки, да, тактические, где-то нет. Пока втягивающая игра такая. Первая игра, где-то есть ошибки, да. Но в целом, я думаю, неплохо. Первый, конечно, гол пропустили, сами виноваты. Но в первом же тайме отыгрались, это хорошо. Несмотря на то, что матч товарищеский, игроки и команды Кызылташ, и команды Таврия настроены только на победу. Мы каждую игру выходим, и есть цель выиграть, победить. Тем более сегодня... Играли, можно сказать, уже первую официальную товарищескую игру. И соперник хороший. Стоит отметить, что в товарищеских матчах допускается неограниченное количество замен, поэтому во второй половине игры составы команд полностью поменялись. Во втором тайме было множество нереализованных моментов, как ворота Таврии, так и ворота Кызылташ. Лишь на 72-й минуте ворота бахчисарайского клуба был назначен пенальти. Таким образом, счет изменился в пользу Симферопольской Таврии, но игрой своих подопечных тренер Кызылташа доволен. Ребятам спасибо, то, что по первому тайму, когда в первом тайме ребята играли, они всю установку выполнили, как бы за это как бы им спасибо. Я говорю, ожидал худшего, будет худшее. Ну, получилось неплохо, очень неплохо получилось. Все на первый тайм, говорю, хорошо, говорю, откатывались, хорошо оборонялись, хорошо выбегали в контратаке. Но то, что от ребят, конечно, было, требовалось. Премьер-лига для бахчисарайского клуба. Новый этап здесь только лучше. Президент Кызылташа уверен, что команда к сезону готова. За то время, которое осталось до чемпионата, буквально 1 месяц, я думаю, что мы сможем правильно подготовить игроков, правильно подготовить командные действия. Я думаю, что в принципе мы на правильном пути, и поведение команды на поле сегодня с сильным соперником показало, что в принципе мы делаем пока все правильно. Напомним, футбольный клуб «Кызылташ» по итогам прошлого сезона завоевал право участвовать в премьер-лиге Крымского футбольного союза. Следующий товарищеский матч «Кызылташ» проведет 22 июля с футбольным клубом «Крым-Теплица». Нариман Тарсинова и Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». Международный фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим Крым-2017» стартовал сегодня в селе Оленевка Черноморского района и будет проходить по 6 августа. Фестиваль станет площадкой для 30 спортивных направлений. В связи с этим усиленная группа спасателей МЧС вышла на дежурство для обеспечения безопасности участников и гостей 5-го ежегодного международного фестиваля экстремальных видов спорта. В сезоне 2017 гостей ожидает 19 дней экстремальных удовольствий. Перезагрузка ожидает и развлекательную часть фестиваля. В этом году организаторы обещают больше танцев, музыки, хедлайнеров и ярких событий. При этом идеология фестиваля в глобальном смысле – активный и здоровый отдых для всей семьи – сохранится в полной мере. К этому часу это все новости. Следите за последними событиями в наших новостных эфирах. Доброго вечера и хорошего настроения.